Добрый день, приветствую всех на официальных страницах Национального банка в социальных сетях. Меня зовут Аджан Исмаилова, и сегодня мы поговорим с начальником отдела по защите прав потребителей Национального банка Мирсудином Исаевым. Добрый день, Мирсудин Бекстанович. Здравствуйте. К сожалению, в последнее время кыргызстанцы все чаще стали сталкиваться с фактами мошенничества. На сегодняшний день в Национальный банк поступило порядка более 70 обращений от граждан, пострадавших от действий мошенников. Скажите, пожалуйста, о последних тенденциях финансовых мошенников и на чем чаще всего попадаются люди? Спасибо за вопрос. В последнее время увеличились жалобы относительно телефонных мошенников. Их действия в целом очень простые. Они представляются сотрудниками банков, Национального банка или какого-нибудь правоохранительного органа и заставляют путем обмана людей переводить деньги, либо предоставлять свои персональные данные, либо оформлять онлайн-кредит и то же самое переводить эти средства. Получается, люди попадаются в данном случае на доверии. Все думают, что банк звонит или Национальный банк, и начинают вести разговор, предоставлять свои данные, действовать по той инструкции, которую эти мошенники говорят. Поэтому здесь наши граждане попадаются на очень простом, на доверии. А если человек уже стал жертвой мошенников, что в данном случае следует предпринять, что сделать? Ему в первую очередь необходимо созвониться со своим финансово-кредитным учреждением и попросить заблокировать все его счета, приложения, поскольку если мошенники получили доступ к его счету или гражданин уже перевел на другой счет в другом банке, то необходимо успеть заморозить, и в последующем необходимо написать заявление в правоохранительный орган, чтобы они могли проводить соответствующие следственные мероприятия. Расскажите, пожалуйста, есть ли взаимодействие между Национальным банком, коммерческими банками и правоохранительными органами? Если да, то как это происходит? Национальный банк, как регулятор финансово-кредитных учреждений, непосредственно этим вопросом отрабатывает с коммерческими банками, направляет специальные циркулярные письма для того, чтобы уведомлять своих клиентов, проводить активную информационную кампанию, усиливать меры по информационной безопасности. Также Национальный банк, как орган, ответственный за защиту прав потребителей, за финансовую грамотность, в свою очередь тоже проводит соответствующие информационные кампании, обучающие кампании. Также непосредственно, поскольку в процессе, когда наши граждане становятся жертвами телефонных мошенников, то здесь необходимо взаимодействие и с правоохранительными органами. Соответствующие переписки, соответствующие работы ведутся. Со стороны Национального банка предпринимаются меры по пересмотру нормативных документов. В настоящий момент Национальный банк думает над определенными проектами, которые будут направлены на защиту потребителей и наших граждан в связи с существующими событиями. И в завершении не могли бы дать совет, как не стать жертвой мошенников и как обезопасить себя и близких от мошенничества? В первую очередь, если вам звонят с финансово-кредитного учреждения, необходимо сохранять спокойствие вне зависимости от того, что вам там говорят. Чаще всего мошенники воздействуют на вас психологически. Необходимо для них, и их цель вызвать стресс, потом войти в ваше доверие и потом перевести путем всяких психологических манипуляций ваши средства. Если вы будете спокойны, если вы не будете продолжать разговор, то они ничего не смогут сделать. Да? Также необходимо знать, что Национальный банк никогда не звонит первыми потребителям, гражданам. Национальный банк никогда не показывает свое удостоверение гражданам. И Национальный банк никогда, тем более по WhatsApp, не пересылает удостоверение. Да. Это необходимо знать нашим гражданам. Ну и в целом всегда необходимо ознакомливаться со всеми условиями тех услуг, которые вы получаете во взаимодействии с финансово-кредитными учреждениями, поскольку чаще всего мы, когда пользуемся приложениями,
или заключаем договор на получение какой-то услуги, мы не читаем договора. Это ошибка. Необходимо со всеми условиями ознакомливаться, поскольку во всех этих условиях указана ответственность, также риски по этим продуктам. Поэтому необходимо всегда читать. А в процессе уже обслуживания, когда вы уже стали клиентом финансово-кредитного учреждения, то есть или стали постоянным пользователем того или иного приложения, необходимо также обращать внимание на все уведомления, которые приходят со стороны финансово-кредитного учреждения. Вот. И если вам начали звонить какие-либо мошенники со странными вопросами в части того, что у вас происходит утечка данных или кто-то пытается на вас оформить онлайн-кредит, самое лучшее — это бросить трубку. В случае, если вы все-таки сомневаетесь, то лучше позвонить по официальным номерам или съездить в самый ближайший офис этого финансово-кредитного учреждения. Позвольте поблагодарить вас за интересную беседу. Мирсудин Бекстанович, всего доброго. Спасибо. До свидания. А я напоминаю, что о том, как не стать жертвой мошенников, мы поговорили с начальником отдела по защите прав потребителей Национального банка с Мирсудином Исаевым.